Много ли чеченцы и ингуши знают о бывшем депутате Европарламента от транснациональной радикальной партии Италии Оливье Дюпюи? Между тем, именно благодаря неимоверной стойкости, упорству и принципиальности этого человека в 2004 году была принята резолюция Европарламента о признании депортации чеченцев и ингушей в 1944 году актом геноцида. Его партия была инициатором этого закона, но не хватало голосов за его принятие. Тогда Оливье объявил бессрочную голодовку, которая продолжалась больше 30 дней, и не собирался ее прекращать, и только тогда, когда противники проекта поняли, что они реально станут виновниками смерти депутата, законопроект был принят 26 февраля 2004 года большинством голосов. Оливье до последнего ходил на заседание парламента, он сидел там бледный, с валившимися глазами, похожий на смерть. К концу голодовки он слег, не мог двигаться. Его уговаривали прекратить в обмен на какие-то полумеры и компромиссы, и просто из человеческого сочувствия ничего не помогало. Каждый день его голодовки освещался всеми мировыми медиа, на веб-сайте его партии ежедневно публиковали почасовые апдейты о состоянии его здоровья. Этот скромного вида, худощавый, в очках, тогда еще довольно молодой человек, поставил на кон свою жизнь, как минимум здоровье, за принципы справедливости и человеческого права. Он не мусульманин, и даже не религиозный, он не имел никаких кавказских корней, он не лоббировал ничьи коммерческие интересы, его не подкупали, за такое не то что не подкупают, а могли еще и серьезно навредить. Оливье ничего ни у кого за это не просил, ему не дали никакой Нобелевской премии, он никогда не хвастал своим деянием. Этот самый настоящий подвиг нормального, культурного, европейского интеллектуала остается почему-то незамеченным на полях медиапространства. Никто в годовщину депортации не упоминает его имя и не вспоминает его яростную, смертельную борьбу с европейской бюрократией. Между тем, эта резолюция стала первой. Этот человек заслуживает того, чтобы его именем была названа одна из улиц в Чечено-Ингушетии.